И все. А дело в том, что лошадь заточена на один вид движения, и у нее все мышцы синхронизированы. И если шея пошла вниз, то задняя часть у нее пойдет вперед. Поэтому достаточно повернуть голову, опустить голову вниз, чтобы эта голова стала вертикальной, как зад автоматически подойдет, и лошадь будет в сборе. Вот степная, свободная лошадь. Она выгнута вперед, никакого сбора нет. Она стремится, она летит. Но лошадь ведь рождалась не для того, чтобы у нее на спине кто-то сидел. У нее нет анатомических особенностей для сидения седока. Поэтому единственный способ — это поставить ее в сбор. Летит степная кобылица и внес кобыль, да? Вот лошадь родилась в степях, где достаточно твердая поверхность, где можно вот на одном пальце скакать длинное расстояние. И вот кобыль, который цветет вот по весне, и малейший ветерок, а в степи всегда ветерок есть, потому что открытые пространства, все это дрожит, вибрирует, и вот скачущий табун лошадей, грива развивается, все это органично связано между собой. А вот стать, конкистадор. Конкистадор — это наемный полководец, которого во времена Возрождения нанимали. Мы к этому памятнику еще вернемся. Это один из самых величественных памятников. Насколько тут все органично сделано, при том, что конкистадор Лата. Конкистадор Бартоломео Кариони, это памятник в Венеции стоит. Форма и содержание, они связаны между собой. И вот мы сейчас говорили о структуре лошади, о ее конструкции, о форме. Теперь говорим о функции. Вот точно так же, как бриллиант, для того, чтобы он засиял всеми цветами радуги, он должен был четко спроектирован. Вот эта форма бриллианта, она выверена математически, это не случайно. Тут все высчитано. И только это позволяет бриллианту играть краски. Наслаждаемся результатом математической точности. То же самое лошадь, органически связанная вот со своей конструкцией, способна к движению. Три основных аллюра — это шаг, рысь и галоп. Вот это шаг, это самый медленный, вот это самый быстрый аллюр, галоп. Тут можно много что интересно рассказать. Но вот любопытно, ведь лошадь не самое быстрое животное. Гепард раза в 2 быстрее может бежать лошади, правда, на короткие дистанции. Но обратите внимание, как изгибается спина. Гепард во время бега задние ноги заносит впереди передних. А когда он делает прыжок, он разгибается, наоборот, прогибается. То есть сидеть верхом на таком животном в принципе невозможно. Эти толчки просто сбросят все, что угодно. А лошадь практически ровно идет, даже в галопе. Фантасты придумывали множество ситуаций, когда верхом ездили на самых разнообразных животных. Ну вот давайте посмотрим вот такую из современных сказок. У нас налицо хищник. Куда там Трензель вставил, совершенно непонятно. То есть это существо никогда рот не закроет. Поэтому это бред. Ну а как сидит всадница своей милой бокой на этих шипах, это тоже оставилось на судьбе. То есть надо аккуратнее относиться. Это совершенно безграмотный подход. Даже вот когда делали фильм «Аватар», уж на что там реалистично старались сделать, там вообще обошлись без всякой упряжи, сказали, они найдут, они поймут друг друга, они органично связаны. Помните, там косичка соединяется с тоже чувствительным органом дракона, и все происходит автоматически. Это значит, все безграмотно сделано. Оленей гораздо простая упряжь есть. Можно, конечно, покататься на бегемотах, но это будет экзотика, не более. Когда едут на слоне, вообще говорить трудно, а верхом, да, это как поклажа, сидишь там в этой вот беседочке. Ну, бегает на страусах. Есть такие вещи. Человек всегда искал гармонию, а гармония — это математика. И вот он искал квадрат. Нашел он квадрат в лошади. Основной размер от копыт до холки, это верхняя часть спины холки. Вот это модуль этого квадрата. Канонический. Конечно, лошади бывают и шире, и уже. Скаковые лошади, они более высокие,
Те, которые рысцой бегут, которые тянут повоже, они вытянутые, у них другая пропорция. Ну, человек и себя тоже квадрат писал. Ну и, конечно, самый знаменитый шахматы — это игра, которая живет тысячелетия и будет жить, наверное, тоже вечно. Тоже есть конь. Вот. Круглогривый, тяжелый, суконцем подбитый, шахматный конь в коробке уснул. А когда-то, давно ли, пивной знаменитый стоял живой человеческий бур. Шахматы очень популярны, и вот